Аликбер Калбекович, ваша книга «Эпоха классического ислама на Кавказе», она открыла мусульманам много новых имен, которых мы не знали раньше. Но прежде чем коснуться этих имен, скажите, пожалуйста, что вы имеете в виду под термином «классический ислам»? Что такое классический ислам? Мы это выражение практически никогда не слышали. Хороший вопрос, потому что классический ислам – это обозначение исключительно научное. Вот так называемые в науке существуют конструкты исследовательские, которые используются для того, чтобы мы в своей периодизации могли различать ранний ислам от классического. То есть ранний – это он только складывается. Это времена сподвижников. Сподвижников прежде всего, эпоха табиев, да, потом уже следующая эпоха, когда идет формирование религиозно-правовых школ мазхабов, можно сказать, что уже ранний ислам заканчивается, начинается, собственно, классический, потому что разделение на мазхабы, это фактически вот основы создаются тогда. Эти основы до сих пор используются в учебниках, в исламских вузах преподаются как основные источники. Мы из этой книги узнали удивительные вещи, что на Кавказе побывали великие сподвижники пророка Мухаммада, мир ему благословения, фактически в Дагестане. Можете ли вы назвать эти имена и на основе каких источников исторических вы обнаружили их присутствие в Дагестане, их посещение Дагестана? Это хороший вопрос, потому что так получилось, что Дагестан находится в очень важном месте, перекрестке разных культур. И действительно, когда арабы завоевали сасанидский Иран и первый поход, они столкнулись с хазарами. И в принципе начало арабо-хазарских войн – это в принципе начало, можно сказать, истории ислама в России и в Дагестане в частности. Они столкнулись с хазарами где? Они столкнулись с хазарами, конечно, при Каспийской низменности. Это где был сегодня Баланджар. Да. Первый раз, где конечно, Южный Дагестан. Да, первый раз это Дербент, когда Дербент завоевывали. Когда арабы пришли и разгромили, это, причем 15-20 лет от силы. Вот за это время халифат просто вот разрастался, увеличился в размерах прямо на глазах. И когда они пришли в Дербент, там раз они захватили город, вот. Не сразу тоже это им удалось, это такая длинная история. Я не это хочу сказать. Хочу сказать об источнике очень важном, тарих. Ат-Табари был такой известный историк, отец истории арабской. Он еще известен как автор комментариев, тоже потрясающий, Ибн Джарир Абу Мухаммад. Вот. Он написал историю, в которой буквально по годам восстановил хронологию ранних походов мусульман. И там под годом 657 нашего летосчисления, вот, 22 год, это получается хиджры, 22 год хиджры. Это получается две даты у нас, да, то есть первый приход их туда 642 год. Вот. Первое появление Хотя мусульман в Дербенте. Олег Георгиевич Большаков говорит, что немножко эта дата он подвергает сомнению, потому что, скорее всего, через 2 года, когда был завоеван Азербайджан. Вот. Но это, опять же, опустим научные споры. После того, как был захвачен город и там появилась мусульманская администрация, там был оставлен, значит, Абдурахман, который был сподвижником пророка, Абдурахман аль-Бахили. Он был мэром города Дербента, можно так сказать, да? Он был, значит, амиром Баб-аль-Абваба. Как арабы, Бахили, да. Как арабы называли Дербент, Бабуль-Абваб. Да, ворот. Это было как раз при завоевании 644 или 642 по Ат-Табари, если
следовать четко источникам. Это период Умара бин аль-Хаттаба. Да, да, Второго халифа. да. А потом уже в следующем халифстве, когда, естественно, хазары не могли это, так сказать, да, вот, принять, да, и они предпринимали какие-то действия, и, соответственно, была предпринята экспедиция уже брата родного Абдурахмана, вот, Салмана ибн Рабиа аль-Бахили. Он из Куфы, города, они отправились оттуда, экспедицию собрали, и потом они вместе со своим братом они дошли до Баланджара. Вот. Месторасположение Баланджара — это, опять же, предмет долгих споров, но это ясно, что это к северу от Дербента, это то, что известно. Вот. Есть разные точки зрения, но кто-то говорит, под Избербашем находится. Я слышал версию, что Баланджар мог находиться под современным Кизилюртом. Тоже есть версия. Есть еще версия, что Билиджи может быть тоже как-то связано. Но тут вопрос такой, что Билиджи находится южнее города, да, вот, Дербента. Но Ибн аль-Факих нам говорит, что было два Баланджара. Один южнее, потому что Джарах, там, описывая его поход, он там сначала встречается там с кем-то там в Баланджаре, а потом... То есть это может быть какое-то... Это хазарские, хазарские были хазарские, да, хазарские, конечно. Но опять же, что они называли под хазарами? Судя по тому, как дагестанцы поддерживали хазар, это могут быть и сами дагестанцы тоже назывались хазарами для них. Потому это звучит странно, но я просто хочу обратить внимание на исследование этнонимии хазарской, в которой вот эти все территории, даже в письме, кембриджском документе, по-моему, каком-то из документов, созданных на древнееврейском языке, там среди народов хазарских упоминаются практически все дагестанские народы. Причем лезгины, по-моему, там фигурируют даже в своих субгруппах, Яркурт, вот даже какие-то вот такие названия локальные. Вот. То есть, судя по всему, что это не те хазары поздние, которым столкнулись. Потому что я подозревал, что ранние хазары и поздние хазары — это разные хазары. Я искал доказательства, и я нашел это доказательство у Ибн аль-Асира под 657 годом. Как раз этот год, когда впервые они под Баланджаром, как раз эта экспедиция, два брата туда пошли. Эти сподвижники. И как раз Ибн аль-Асир пишет, что в этом году, когда они узнали, что на них идет арабская большая экспедиция, хазары заключили союз с тюрками. Очень интересно. С тюрками. То есть, получается, тюрки — они сами не тюрки. Это родовое название. Родовое название тюркутов. Это просто это дети Ашина и так далее. Эти хазары не были детьми Ашина. Ну вот они сделали экспедицию под Баланджар, были разгромлены, насколько я понимаю. Мусульмане были. Это хорошая история, она требует особого внимания, потому что там описывает ат-Табари, как они разбили лагеря. Разбили лагерь, разбили палатки, и он описывает, кто в какой палатке был. Поскольку там были сподвижники пророка, там был Сальман аль-Фариси, сам. Сальман, да, это любимый его сподвижник пророка, да. Вот. Там был Абу Хурейра, это один из самых, я бы сказал, от него там около 2000, если не больше, хадисов к нему восходит. То есть они были в походе на Хазар? Они были в этом походе, они были в этой экспедиции, они были под Баланджаром, они прошли через Дербент, они были в Дербенте, их принял Абдурахман, а потом они пошли туда дальше уже, сказать, с экспедицией вместе с отрядами, которые были в Дербенте, они двинулись на север. И как раз описывается, кто в каком лагере, и в одном из лагерей был такой Амр ибн аль-Кайс, Аль-Кама его звали.
ибн аль-Кайс. Вот. И Алькама, он, почему это имя мы называем? Потому что он говорит, я передал свой халат Амру. Амр — это тоже сподвижник пророка, от него очень много передано хадисов по хазарам. Вот. И он участник битвы при Бадре. Там, в принципе, ближайшие сподвижники были. То есть получается, что в этом походе на хазаров участвовало большое количество сподвижников. Да, да. По крайней мере, Ат-Табари называет Абдурахман аль-Бахили, Салман аль-Фариси, Амр ибн Утба. Потом Алькама не был сподвижником, хотя, говорит, он мог видеть пророка, но он учился, да, он табием был, молодой был. Абу Хурайра. Абу Хурайра, вот. Это реально все сподвижники, те, которые мы знаем. Кстати, если вы почитаете Гевунда, армянский историк того времени, вы увидите, как он описывает мусульман первых, которые в походах участвовали. Что это что-то фантастическое, у них настолько они верят, настолько они, то есть люди веры, то есть они действительно, когда шли на сражения и так далее, они искренне верили в то, что это было такое мощное пассионарное движение вперед, основанное на вере, которого никогда не было. И вот эта сила единобожия, то, что все-таки уничтожающего различия. Мы говорим о консолидации, мы говорим о каких-то там глобализациях. То есть между темнокожими, между всеми расовые различия, этнические различия, соседские различия, родовые различия. Люди же замуж не выдавали, потому что этот род такой, этот род нехороший, этот род хороший и так далее, и так далее. Но даже внутри одного племени столько было проблем. Хорошо, эти сподвижники, часть погибла. Это те сподвижники, которые похоронены под Дербентом? Вот я думаю, что, по крайней мере, Амр ибн Утба, это я просто в этом, я думаю, потому что описывается поход, что они обратно шли и двумя маршрутами двигались на юг. Один маршрут действительно возглавлял Абу Хурайра, и второй Салман аль-Фариси. Нет, Салман, его родной брат, он один поход, а, по-моему, эти два сподвижника были вместе. Они другим маршрутом пошли. Вот. И они пришли в Дербент, и, в принципе, в Дербенте, правда, можно было ожидать, что они должны были их хоронить на южном кладбище, но, видимо, если они хоронили их на северном кладбище, если мы говорим о Керхляре, просто здесь какой момент, да, понятно, что смысл переносить этих людей на южную через весь город, когда можно было бы хоронить здесь, учитывая, что эта территория находилась под контролем мусульман, там были крепости гораздо вперед выдвинутые, да, к северу. Вот. И хотя врата назывались Баб-аль-Джихад, но какое-то расстояние они контролировали, хоть на полет стрелы, хоть на такое расстояние. То есть часть из них погибших похоронена там. Поэтому, судя по тому, что был ограждено, какой-то участок был огражден, и когда в XI веке султаны, так называемые предводители отрядов газиев из числа разноязычные, они были разноплемен, там были арабы, там были туркмены, тюрки, там были персы, да, вот среди руководителей этих султанов, этих отрядов газиев во времена сельджукидов. Так вот, они почему-то своих султанов хоронили, руководители отрядов, хоронили именно там. Почему? Мы в Дербент мы нашли даже их имена. Подхоранивали. Именно захоранивали самое сакральное место. Поэтому другого места просто нет. Да? То есть они не могут просто взять и где попало, или создавать новое место. То есть получается, что там похоронены и сподвижники, и газии более позднего периода. Да, там воины более позднего периода. Просто даже зрительно видно, что есть камни большие, такие камни, да, и есть маленькие. Маленькие — это ранние. Большие, на некоторых из них есть
надписи, есть датировка. Да, это уже 11 век. Давайте вернемся в Дербент. После того, как арабы взяли Дербент, арабы-мусульмане, я слышал версию, в том числе от вас, что они в течение 300 лет своих войн с хазарами переселили туда до 100 тысяч арабских семей. Дербент. И вокруг него. Переселялись люди вместе с семьями. Поэтому, если там было, допустим, 5-6 тысяч человек воинов, то как минимум надо умножить это число на количество членов семьи, 3-4 человека. Ну, да? Вы уверены, что 3-4? Может быть, Ну, там может было несколько больше. жен, Может много быть, детей? Может быть. Арабы себя хорошо чувствовали, они распространились и, в принципе, очень быстро и в Маверанах и так далее. До Вот Средней Азии. Да, у нас есть хороший источник, Тарих Бухара, Наршахи, вот, он описывает Кутайба, когда фактически Дербенте было то же самое, что Бухаре. Тоже абсолютно то же самое. Потому что когда арабы уходили, здесь люди, которые ходили, они переставали ходить в эти мечети. То есть, очень сложно было людям соблюдать вот эту практическую вот эту. Хорошо. И тогда что они сделали? Они просто разделили город на кварталы, заселили его. Мусульмане, И это описано хорошо. Мусульмане, да, мусульмане поделили Дербент описаны из на каких кварталы. регионов. Да, Да. Кайсар, это в принципе в основном Палестина, да, Масул, да, это просто Димашк, там целые кварталы, Хомс, город сирийский, да, и фактически построили в каждом квартале мечеть, была мечеть Хомса. Вот. То есть мечети квартальные имели тоже название этого же квартала. То есть мечеть переселенцев. Палестинского квартала, хиджазского квартала. Да, Хомская мечеть. И так можем далее. ли И была мы сказать... Джума мечеть общая. Это только внутри Дербента. Дербент, мы знаем стены, да, сколько сейчас там проживает внутри этих стен. Мы же говорим только об историческом Дербенте. Вот. И, в принципе, можно сделать калькуляцию, ну, сколько человек там может жить. Но Дербент не ограничивается, то есть оборонительная система арабская халифата на Кавказе не ограничивается Дербентом. Дербент был только ключевым, правда, ключевым форпостом, но в системе оборонительного сооружения. Поэтому там была горная стена, были форты, были крепости, были вот эти 24 так называемых Рустака, Бабаля-Бваба. Это вот те города, в которых они называются Табарсаран, но в которых не жили табарсаранцы этнические. Именно они назывались Табарсаран, кстати. В источниках пишут, что Табарсаран это 24 Рустака, Бабаля-Бваба. И там идет перечисление Хумейдия, это Гемедии, Камах, там, и так далее, Мухрака. То есть это были Это были не дагестанского населения укрепленные пункты мусульман, арабов на протяжении... Поначалу иранцев. Так сказать, поначалу иранские. Потом, когда арабы пришли, они их заняли. Они их заняли. Те мусульмане, которые приняли ислам, они местные, да, иранцы, принявшие ислам, они остались с ними там. Вот. А те, которые не приняли ислам, они были вынуждены за пределы как-то уйти этой крепости. Они отдельно селились, и это можно видеть по кладбищам. Был ли достигнут при переселении арабов, мусульман из глубин халифата в район Дербента и вокруг Дербента, был ли достигнут численный перевес арабов над местным населением? Вот на самом деле мы говорим сейчас о Дербенте, да? Арабские источники говорят не о Дербенте, они говорят вообще о Тагр, пограничная область, о Тагр Бабаля-Бваб. А пограничная область Дербента это может быть весь Восточный Кавказ. Просто Дербент был самым таким известным, красиво описанным, и многие считают, что там стена Искандера была, что там 2 стены параллельные проходят, которые описаны в Коране, да, вместо около 2 стен, да, Саддаин, да. Поэтому это была территория, это была общая территория, и там было много городов.
Гянджа – это город, Баку – это был город. И очень много Это других. все в И районе все эти города были заселены, так же, как Дербент, арабами. арабами. И В районе потом, Сахар-Бабулябуа. да, именно так. И потом, когда мы видим, открываем рукопись, или там Бюньятов издал этого Ширвани, Аль-Бакуви, Абдур-Рашид, значит, он пишет, что в 15 веке, что все население Албании, Аррана, сельское, оно все христианское. Все население в городах, все мусульманское. То есть фактически произошло вытеснение городского населения и замещение ее мусульманским населением. И тогда, в принципе, города становятся центром исламизации этого региона. Подождите, пожалуйста. Когда пришли арабы-мусульмане в современный Южный Дагестан и современный Азербайджан, в тот момент там находилось государство какое? Это Албания, Кавказская. Кавказская Албания. Это государство было христианским. Христианское государство, у которого была своя собственная автокефальная церковь, которая имела собственную письменность, которая имела свои собственные, в общем, все атрибуты государства и царскую власть. И она была, конечно, конфедерацией, да, тем не менее территория Кавказской Албании это была территория распространения албанской церкви. Это очень важный момент, и потому кем что она была населена? Там с севера примыкали хазары, я так понимаю. Там с юга персы, там они захватывали эту территорию. Кавказская Албания известна, это, в принципе, Северный Азербайджан, Южный Дагестан, это территория лезгинских народов, до сих пор они там живут, никуда не делись. И я слышал версию, что христианство в эти земли принесли тоже сподвижники, но сподвижники пророка Иисуса. С точки зрения мусульман, это же апостолы Христа. Но смотрите, какой интересный Эта версия здесь момент. подтверждается? Это интересный момент. Смотрите, что если у нас здесь в случае с исламской историей есть абсолютно надежные источники, а их много, это Аль-Балязури, это Ат-Табари, и все говорят об одном и том же, то в случае с христианской историей я боюсь, что мы имеем дело с историей X века, история Кавказской Албании, история страны Алуанг Моисея Каланкатуйского, которая написана ровно через 1000 лет после описываемых событий. И это такая церковная версия, это что Фаддей, понятно, что брат Христа, там Фаддей, там двоюродный брат Христа. Он был его апостолом, и он действительно Елисей, Варфоломей, да, апостолы Христа. Да, это апостолы Христа, они описываются, но... Что они якобы посещали территорию Кавказской Албании. Да, но у нас на уровне памятников есть только единственное свидетельство о Григорисе, святом, который в Гисе там построил мечеть, храм. Причем храм, он называется... Святой Григорий, это, кстати говоря, в Ереване позапрошлом году состоялась конференция, в 2015 году, это уже 5 лет уже прошло, да? В 2015 году они провели конференцию, наши коллеги из Еревана, где отмечали 1700 лет христианству Кавказской Албании. И они считают, что Албания приняла христианство в 315 году. Фактически за 300 лет, за 330 лет до появления мусульман на Кавказе. Надо еще сказать, что в начале V века еще появился алфавит собственный, потому что первые книги были на греческом, греческими буквами. И надписи даже сохранились на территории Кавказской Албании, греческие. Но когда появляется собственный алфавит, там уже есть возможность уже и переводить, и писать, и школы создавать. Аликбер Калбекович, могли бы вы рассказать, как мусульмане-арабы оказались в Кумухе? Это же село в самом центре Нагорного Дагестана, в глуби горных массивов. И как столица Дагестана того периода оказалась именно в этом селе? Не в Дербенте, не где-то на равнине, а именно в Кумухе.
Ну, есть источники, которые просто фиксируют, когда Кумух стал столицей, причем Кумух стал летней столицей, летней резиденцией правителя, а Хунзах был зимней резиденцией. Хунзах тоже был резиденцией. Хунзах тоже был А резиденцией. кто был правителем? Это же был араб, я так понимаю, ставленник Это халифата? было еще до арабов, на самом деле. В принципе, поскольку речь идет о периоде, когда тюркуты пришли, в Дербент-Наме это описывается, как Хакан Истеми встречается с Ануширваном, то есть это вот еще те времена. То есть Ануширван строит огромные мощные стены Дербента, чтобы охранять, защищать. Ануширван, Хасров, первый персидский правитель. Да, VI века. Сын Кавада, то есть это Кавад VI век нашей эры. Нашей эры, да. Это конец эпохи великого переселения народов. Вот. И как раз тюркуты, вот именно в рамках последней всплеск переселения народов, тюркуты двигаются сюда, на запад, до Крыма доходят, и тюркуты Истеми, вот западные. Они что, они зашли Они вглубь пришли, Нагорного Дагестана? Нет, они не пришли вглубь, они дошли до тех мест, которые они могли на своих, они же двигались, у них эти были эти телеги такие, да, да. Вот, колесный транспорт. Колесный транспорт может двигаться только на равнинных местах. Да. Но гунны-савиры как раз занимали равнинные места. И они были вынуждены, в том числе, почему и кумыки оказались в горах, и карачаевцы, и балкарцы тоже в горах оказались. Да? И осетины оказались в горах. В это время происходит формирование именно Дагестана как много полиэтничного такого. Впервые вот образуется вот то, что называется Тавьяк, потому что это первое название Дагестана, зафиксированное в Дербент-Наме. И более того, оно еще зафиксировано, это тюркское название Дагестана. Переводится тоже... Дагестан тоже наполовину тюркское название, да. Поэтому тут... Но Тавьяк это что? Это горность? Тавьяк это интересная история. Это Тау, вы знаете, что такое. Гора. То же самое, что Дах. Тау, Тарки Тау. Да. Это то же самое Тау. Фактически Тавьяк, горная страна, так Радлов переводит. Это, в принципе, Дагестан, это калька. Впервые упоминается Мухаммад, Тарих Дагестан, вот, в источнике 14, по-моему, века, Дагестан упоминается. А Тавьяк уже в 11 веке в источниках есть. Возвращаясь к Кумуху, я думаю, что и Кумух, и Хунзах, они были ядрами, центрами, нуклеарные центры, так назовем, да, вокруг которых фактически вот эта дагестанская государственность формировалась. Хунзах и Кумух, да. Одна летняя резиденция, другая зимняя резиденция. В итоге в Кумух был посажен правитель мусульманами, арабами, я так понимаю. Да. Ну, и кто он был этнически? Это же был араб, я так понимаю, из Шама. Ну, здесь я вас расстрою или обрадую, я не знаю, это зависит. Просто, когда арабы пришли, они просто везде меняли власть на свою. Да. Они везде ставили арабов. Они вообще считали, что все люди, кроме арабов, это мавали. Они подчиненное место занимают, потому что язык... Ну, они под покровительством арабов находились. Арабов, которому Аллах отправил, к ним отправил, уже на их родном языке. То есть арабы были валиями. Да, они валии были. Правителями, да. А те, которые под территория, да, они мавали. Каждое племя, ты договариваешься, какое племя тебя охраняет. Этот араб, севший на престол, араб-мусульманин, севший на престол в Кумухе, ставший валием Дагестана, правителем горной стороны, его линия как долго управляла Дагестаном?
Хотя бы номинально Ну, он считался. смотрите, если мы придерживаемся версии, описанной в Дербент-Наме, это одна ситуация. Тогда, да, действительно, он из шамхальского шамхали, вообще слово шамхал происходит от шау, там, шам, от шама, да, из шама происходит. Если мы этой версии... Шамхал это Шамхан, хана из Шама? Ну, если вот эта версия, она озвучивалась, она фиксируется у Акташского Мухаммада в врачебной версии Дербент-Наме. Если мы придерживаемся этой версии, очень много было создано исторических сочинений именно для того, чтобы описать претензии не казикумурских, извините, а именно тарковских шамхалов на весь Дагестан. И, в принципе, я бы сказал, что они не беспочвенные. То есть эта линия арабов, правителей, посаженных на престол в Кумухе, стала шамхалами, одновременно с тем, что они носили титул валия Дагестана, да. покровителя, правителя Дагестана. Шамхал происходит от слова шам, и они постепенно перекочевали в Тарки, я так понимаю, на равнину. Ну, вот, да, вот именно так и происходит, потому что кладбище шамхалов, оно известно, оно находится в Кумухе. То есть получается, что линия арабов-мусульман, посаженных на престол в Кумухе, перекочевавшая, потом перешедшая в Тарки, она считалась валиями Дагестана вплоть до Октябрьской революции. В принципе, да, и Тарковский, Андрей Тарковский, его отец Арсений Тарковский, они как раз потомки именно этих Тарковских. Получается, что эти валии фактически на протяжении 1000 лет были валиями Дагестана, верховными правителями. Были разветвления, они развивались путем разветвлений, потому что рождаются дети, эти владения вам достаются, эти владения вам, вы уходите, потом начинается, поскольку это все-таки этнокультурные зоны разные. Но это были арабы, перешедшие на местные языки. Ну, вы знаете, арабы, они так же, как и Рюриковичи, они же только в первых 3-4 поколениях были арабы. А потом они становятся, да, все помнят, что он такого происхождения, все помнят, что он из рода там пророка, если это араб, хорошо, или курайшита, или может быть еще там какой-то там, да. Это на них работает, и это всегда их оберегает. Но при этом мы не можем сказать, что, например, вот, что они не местные, что они арабы. Какие же Святополк, например, Святослав, который совершал поход, это же, ну, Рюрик, понятно, что Игорь, там, Ингвар там, и так далее, они были, понятно, скандинавы, но их дети, которые в 3-м поколении, которые уже родились в русской среде, русские имена носят, ну, какие славянские. Они? Да, славянские. Олег Яковлевич, Да. Вы описали подробно, как персы и арабы разделили Нагорный Дагестан. А как земли Кавказской Албании были встроены в структуру халифата? В качестве чего? В качестве провинции? Ну, вы знаете, когда халифат там начал распространять свою власть, там уже было поделено, разделено, все уже было сделано. То есть структура управленческая, административная существовала? Она существовала, потому что, во-первых, когда сасаниды, во-первых, была аннексия сасанидская Кавказской Албании, просто захватили сначала, думали, будет ручное управление, будет сами там править. Именно этой частью. Да? Потом, когда увидели, что не получается, они вернули этих ребят назад, аршакидов. Вот. Потом пришли мехраниды, причем там тоже такая история, как они этих убили, всех позвали, уничтожили всех, да, вырезали. Потом мехраниды, это какие-то иранские тоже, да. Вот. И к приходу арабов там были персы в Аране. Это равнины, это Гянджа центром. Да. Вот. Потом это до реки Куры. Это фактически получается левобережье. Правобережье Куры, тоже историческая Албания, которая называлась в источниках Хай-Агванг. Это когда-то очень давно, это там, где Портав был, Бардаа. Это древняя столица Кавказской Албании.
Там Хай-Агуанг – это армянская Албания, то, что в источниках мы поэтому видим Аль-Аранейн пишут. В двойственном числе. Два Арана. Источники арабские выделяли, что было два Арана. Аран – это синоним Кавказской Албании? Да, это и есть. Это фактически иранцы называли Албанию Араном. Это, в принципе, другое название Кавказской Албании. Местное. Оно даже, кстати, более местное, чем... Почему этот Моисей Каланкатуйский в истории страны Алуанг пишет, что Аран – это было имя, означающее кроткий, а они были, этнархом у них был, начальником Аран. То есть Аран – это этническое все-таки, да, связано с этничностью. А Алуан связано с происхождением, что это царское, что это народ, имеющий государственность. Царский Аран, да. Потом, конечно, и Алуан, и Алан, они стали этническими, но потому что это одни из самых ранних государственных народов практически вот на этой территории. Получается, Восточном, имеется в виду Восточный Кавказ, сейчас до Дербента, в это время. Получается, что Аран вошел в состав халифата как провинция, существовавшая. Хуже того, в Генже была учреждена резиденция правителя кавказских владений халифата. Вот Язид ибн Мазьяд, он прямо пришел туда, и фактически езидиды, первый езидид, который основоположник этой династии, езидидов, которые правили в Ширване, он фактически сидел там. То есть это было уже при Муавии, при халифе Муавии, при амиядских халифах. Да. Получается, что мусульмане, пришедшие на Южный и Северный Кавказ, сначала включили в свой состав земли Кавказской Албании, как провинцию Арран, и уже потом начали включать в свой состав земли Нагорного Дагестана. Ну, фактически, да, фактически они заняли вот это пространство до Дербента. Они просто дальше не могли бы удержать. Да. Они просто физически, они делали вылазки в эти селения, в Кумух тоже делали вылазки. Они даже там построили мечеть. Как только они уходили, никто там ничего не происходило. Мечеть перестала ходить. Да. Вера была еще номинальной. Да. Поэтому вот надежда на то, что быстро пойдет и быстро. Это, знаете, основная фаза исламизации начинается после 13 века, после того, как Хулагу закатал в ковер последнего вообще халифа аббасидского. Когда он пришел, занял Багдад, внук Чингисхана, закатал ковер и удушил. И в этих условиях, когда ислам перестает быть религией арабов, а мы помним, что все-таки при том, что мы все понимаем, что Мединская конституция, она действительно была прорывом для того времени, когда Мухаммад объявил равенство всех общин. И там действительно было обеспечено, вот на раннем этапе, было обеспечено равенство перед законом, да, независимо от религиозной принадлежности. Это очень важно. Потом создавалась умма, тоже идея равноправия, да, социального равенства, тоже очень сильная идея, она тоже поддерживалась. Но тем не менее в политической области правители все были арабы, и система мавали, вот патронажа и клиентелизма, она существовала. И все-таки ислам воспринимался как религия вот этих ребят. При этом были свои христианские какие-то вот храмы здесь, на Кавказской Албании, там в горах тоже они были, вот, распространялись. Так вот, когда вот произошло вот эта мощная трансформация, связанная с монгольским нашествием, ислам независимо уже сам по себе стал распространяться среди покоренных народов. Говорят, что это компенсаторная функция религии, когда нам тяжело, нам хочется верить в то, что есть высшие силы, которые помогут. При монгольской катастрофе ислам начал распространяться? Да, очень сильно, практически во всех населенных пунктах эпиграфика начинается как раз с этого времени. Олег Калбекович, вы говорили о периоде расцвета ислама, XI век, XII век. Естественно, в это время Дербент был центром научной и духовной мысли. И мы из ваших публикаций знаем, что в это время в Дербенте появляется целая плеяда блестящих ученых, которые учились в Багдаде.
Вы можете назвать эти имена, которые вы ввели в научный оборот? Это просто удивительно, что действительно такого уровня интеллектуальных, причем оригинальных, причем люди спорили на очень высокие темы. И более того, там был такой уровень высоких дискуссий, который, я думаю, что сейчас даже не во всех конференц-залах соберешь. Я что имею в виду? Просто тогда был этап формирования, да, формативный этап ислама, и когда складывались, там дискуссии были очень действительно оживленные, жизненные. Они учились в Багдаде, да? Многие учились в Багдаде, но до этого там были авторитеты, которые считались, пишет Абу Бакр ад-Дарбанди, что в этих башнях крепостной стены дербентских не было ни одной башни, где не жил бы святой. То есть они полые, многие, те, которые сейчас разрушены, они были полые, и там жили святые люди, к которым приходили, были завии. Была создана система караван-сараев и вот этих обителей суфийских, где ханака, где любой человек с улицы до 3 дней мог бесплатно жить, потом он должен был что-то делать и так далее. Тогда появилась возможность любому человеку, который хотел учиться, просто пойти, взять рекомендацию от какого-то шейха у себя в городе, проучившись какой-то этап у известных учителей. Он отправлял, а в Дербенте были очень известные люди, он отправлял их дальше учиться, поскольку здесь работали известные очень люди. Тот же самый автор, он был придворным историографом местных амиров, Мамус Аллагзи, автор истории Ширвана и Дербента. Он тоже учился в Багдаде. Он тоже учился в Багдаде, он блестящий историк, его история, она просто читается до сих пор как блестящий роман. Хроника идеально описывает, просто блестяще описывает все события, прекрасный язык, четкая структура. То есть это действительно один из самых... Его имя Мамус Аллагзи. Оно имя вроде арабское, а Аллагзи получается, что он был из Лакза, из земель Южного Дагестана. Да, это из Лакза, он родом из Лакза, да, и он, кстати, упоминается и о Ад-Дарбанде, что он его лично знал, были хорошие, близкие друзья были. И сам Ад-Дарбанди о себе пишет, что она мин ахль аль-джибаль, то есть он тоже из горцев. Я не знаю, кто он, это никто не знает, но Мамус Аллагзи, то, что он из Лакза, это уже... Но там же был еще Юсуф Аль-Лакзи, был еще... Просто потому, что Южный Дагестан, он достаточно рано принимает ислам, раньше, чем другие регионы. Почему? Потому что просто это долина реки Самур, да, которая легко осваивается, и она, в принципе, соседствует с этой равниной. Да, то есть уже в XI веке, в X веке в Кучхыре появляется надпись о строительстве мечети. С этого времени Кучхыр — это очень высоко. Да. Вы поднимаетесь по долине, это значит, до этого места, Габцах, старый Габцах, напротив Кара-Кюре построен. Да. Кара-Кюре, это, видимо, может быть, это Кала-Кюре, Кюринская крепость, не знаю, но она сейчас называется Кара-Кюре. Там очень много названий, оно тюркизируется. Дагуспара, это пара, это тоже тюркские какие-то вещи. Да? Дакуш, это тоже тюркское. Но это изначально могли иметь другие значения. Но выходцы из этой долины Дагестана уже в XI веке становились крупными учеными, которые учились в Багдаде. Еще раньше, X век, даже там фиксируется, да, с X века. Во всяком случае, вот эта территория в X веке, X-XI века, все надписи Кара-Кюры. Напротив, кстати, это населенный пункт, по-моему, если я не ошибаюсь, Сулеймана Керимова. Да. Напротив находился Габцах. Я был там на развалинах Габцаха, там такие сасанидской кладки стены мощные. И там это место называлось место эмиров Тарса. А Тарс — это не мусульмане, это означает христиане.
И я так понимаю, что было противостояние христианских общин, мусульманских общин. То есть вот религия, она все-таки, вот эти общины, она разделяла их. Последний вопрос. Вы сейчас сказали о долине Самура, откуда вышла плеяда, первая плеяда ученых, которые получали образование в Багдаде и стали учеными достаточно высокого уровня. Из числа местных, я из имею числа в виду, местных потому народов. что арабы раньше были Да, там, из числа действительно, они местных. тоже были учеными. Но в этой же долине, Да. в селении Цахур, багдадские халифы строят первый университет России, я так понимаю. Потому что система В университетов... России, да. Но это интересное вообще это какой явление. год был и что это за Это университет? вообще интересное явление, потому что когда Низам аль-Мульк приходит к власти и он становится верховным визиром, Сельджукский визирь, да, на службе. Да, в XI веке, когда он приходит, и шафиитский ислам вместе с ашаризмом, это обязательно, и вместе с шафиитским мазхабом, это и суфизмом. Вот эти три компонента, причем суфии, они не были суфиями в нашем традиционном современном, потому что они себя не называли суфиями, они себя называли ахля-сунна валь-джама. Они никогда не выделяли вот умеренный суфизм, так называемый, интеллектуальный. Вот это учреждение этого университета в селении Цахур в рамках большой программы было, я так понимаю, Низам аль-Мулька по созданию сети университетов. Да, во-первых, это связано с тем, что Дербент был захвачен в это время человеком Аль-Парслан Саутиген. Пришел и прекратил, вообще прервал династию хашимидов, которая правила в Дербенте. Именно в этом же году фактически были отправлены люди, и создается медресе Низамия, его именем названное, в Цахуре. Это не просто так было создано, потому что есть сочинение Му'джам ас-Сафар, который написал такой известный Аль-Исфахани, Абу Тахир Аль-Исфахани, и у него он описывает, это ученик Абу Бакра ад-Дарбанды, который написал вот этот Райхан аль-Хакайк. Это важно, потому что это самый крупный источник по истории ислама и вообще по богословию ислама на Кавказе. Да, этот писал человек из Дербента. Так вот, этот ас-Саляфи, который был учеником ад-Дарбанди, он пишет, что в то же самое время такой же университет был создан в Генже. В Генже тоже был создан. Понимаете? То есть два университета, фактически на территории Кавказской Албании было создано для... Я просто не находил до этого подтверждений, что в Генже тоже был создан. Да, я вам подарил книгу «Российский ислам», мы вот сделали с коллегами. То есть получается два первых университета на постсоветском пространстве. Именно высшего образования. На исторической территории Кавказской Албании. Да. Были созданы в Генже и в Цахуре. Да. И им уже почти под 1000 лет. Там интересная, удивительная вещь, связанная с этим, что переводились на лагзанский язык На местный язык переводились арабские. Вот это самое интересное, понимаете? Потому что это значит, была попытка адаптации и донесения информации, донесения вероучения на родном языке, потому что арабского они не знали. И тогда. Это получается уже начало фактически проникновения ислама в сознание местных народов. Практически, да. Практически, если скажем, что с X века Кочхырская мечеть уже существует, и она существовала долго, еще до сих пор в стенах есть этот камень, в стене Амр Реза Чах Саидов издал эту надпись. Это одна из самых ранних сохранившихся, датированных надписей. То мы можем сказать, что с X века просто, видимо, эта территория до Дербента, территория, так скажем, да, Виа Каспия это называется, да, территория, проход Каспийский, который на север, до Дербента, включая Дербент, и, соответственно, территории, прилегающие к легкой доступности, это
вообще ландшафтная, так называемая, в пространственном повороте, ландшафтная история, она все-таки имеет основание, потому что ландшафт – это все-таки великая Он вещь. задавал вектора. Да, да. Спасибо огромное, Олег Баркалбекович, за такой подробный, обстоятельный рассказ.